И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. В начале выпуска коротко о главном. Экологическое бедствие. Меры борьбы с мраморным клопом обсудили на совещании у президента. Праздник урожая Лыхнашта представила дары осени. Как бороться с мраморным клопом? Этой проблеме было посвящено совещание у президента с участием экологов, ученых, представителей Министерства сельского хозяйства Абхазии. В последние дни мраморные клопы в поисках мест для зимовки начали проникать в дома. Теперь их столько, что приходится наглухо закрывать окна и двери. По словам специалистов, одно насекомое откладывает до 250 личинок. Сегодня угрозе уничтожения мраморным клопом подвергается уже более 100 видов сельскохозяйственных культур. Президент Рауль Хаджимбад дал указание создать комиссию по борьбе с вредителями и заложить в бюджет следующего года расходы на закупку препаратов для его уничтожения, а также определить наиболее эффективные средства борьбы. Определить в бюджете финансовые средства, необходимые для того, чтобы закупить все то необходимое количество препаратов к следующему году. Следует определить наиболее эффективное время для борьбы с этим клопом. Должен быть очень жесткий мониторинг всех этих процессов. Для этого должны быть созданы соответствующие группы с привлечением всех наших ученых, специалистов, которые могли бы эту работу проводить. Выработать соответствующий план действий, который должен быть изложен на бумаге, и об этом должны знать люди. Подробный репортаж. Совещание готовится к эфиру. Смотрите его в следующем выпуске новостей. Раньше срока завершится капитальный ремонт ливневой канализации и канализационной магистрали протяженностью 1 километр 157 метров на пересечении проспекта Аяйра и имама Шамиля в Сухуме. Ремонтные работы ведутся совместно Управлением капитального строительства, администрацией Сухума и строительной компанией «Астория Аквасервис». Рената Шакая расскажет, с какими трудностями столкнулись строители. На пересечении проспекта Аяйры и улицы имама Шамиля завершаются работы по очистке ливневой канализации и замене канализационной магистрали. На данном объекте производится два вида работ. Это очистка ливневой канализации и замена канализационной магистрали протяженностью километр 157 метров, которые мы ведем в эксплуатацию сегодня, что будет заранее запланированных сроков. По словам главного инженера, при проведении работ были трудности, связанные с транспортным сообщением. Обнаружены подземные канализации, которые не были указаны на карте, им более 50 лет. Старая труба, она была меньшего диаметра, то есть мы кладем 400 миллиметров, она была 200 миллиметров. Это один момент. И второй момент, то, что там был задан неправильный уклон. Где-то был слишком большой уклон на этот диаметр, а где-то были контруклоны, что никак недопустимо. Укладка нового асфальта в ближайшее время невозможна, говорят специалисты. Но это лишь по техническим причинам. Новый грунт, уложенный на месте. Проведение работ должен осесть. Прокладка асфальта по улице имама Шамиля намечена на следующий год. Рената Шакая, Тимур Гошба, Абхазское телевидение. Министерством экономики Абхазии проводится отбор кандидатов на формирование ведомственного кадрового резерва с возможностью дальнейшего трудоустройства. Об условиях отбора рассказал заместитель министра экономики Заур Гулия. Каждый желающий на сайте Министерства экономики может заполнить в электронном виде анкету на формирование, на участие в ведомственном резерве Министерства экономики. Впоследствии Министерство экономики будет отслеживать поданные заявки, будет мониторить круг лиц, желающих трудоустроиться в экономике Республики Абхазия, и будет способствовать для того, чтобы это трудоустройство состоялось как в рамках нашего ведомства, так и в рамках подведомственной нам организации. Также хочу отметить, что данный отбор касается не только людей с опытом работы или высшим образованием, также это касается и наших студентов, которые еще проходят обучение, но которых можно уже планировать и учитывать при построении нашей деятельности с тем, чтобы их потенциал также был использован в рамках нашей работы, в рамках экономики Республики Абхазия. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии, а также оперативного подразделения таможенного управления ГАЛ удалось пресечь контрабанду из Грузии. Большое количество минеральной воды торговой марки «Боржоми» было изъято 5 октября в Галском районе. Сария Смыр расскажет подробности.
Произведенная в Грузии минеральная вода в количестве 1152 бутылки была обнаружена и изъята в одном из заброшенных домов в селе Баргяб Галского района. По факту составлен первичный материал об административном правонарушении и передан в отдел дознания и таможенных расследований. Установить лиц, причастных к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия данного товара, к сожалению, не представилось возможным. Но личный состав оперативных подразделений ГТК ориентирован на установление лиц, имеющих отношение к этому правонарушению. Отдел по борьбе с контрабандой ГТК Абхазии проводит активную работу по пресечению ввоза на территорию республики контрафактной продукции, а также товаров из Грузии. В течение года было изъято более 100 литров алкогольной продукции грузинского разлива. Более того, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой часто изымают и минеральную воду. 26 июня 2017 года сотрудниками ОБК и ТП ГТК АРА была произведена проверка торгового объекта в городе Очимчира. В ходе проверки были обнаружены алкогольные напитки и минеральная вода грузинского происхождения в ассортименте. В течение года сотрудники таможни несколько раз изымали контрафактную алкогольную и табачную продукцию на КПП ПСО и в других районах республики. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Кадровое назначение в Министерстве внутренних дел. Полковник милиции Родик Базба назначен на должность начальника управления ГАИ МВД Абхазии. Приказ об этом подписал вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахи. Родик Базба сменил на этом посту Наура Смыр, который назначен начальником милиции общественной безопасности МВД Республики. На Наура Смыр также возложено исполнение обязанностей заместителя министра внутренних дел Абхазии. Праздник урожая Лыхна, что прошел в селе Лыхны на исторической поляне. В мероприятии приняли участие все 20 сел Гудаутского района и 18 предприятий. Многочисленные гости, в числе которых был и президент Абхазии Рауль Хаджимба, смогли посетить импровизированные абхазские дворики, насладиться гастрономическими изысками национальной кухни, а также увидеть концертную программу с участием танцоров и музыкантов Абхазии. Ну и, конечно, понаблюдать за конноспортивными соревнованиями. На празднике побывали и наши корреспонденты. В празднике участвовали все 20 сел Гудаутского района. На импровизированных национальных двориках были представлены дары осени. Участники празднества смогли продегустировать молодое вино и отведать приготовленные тут же национальные блюда. В этом году впервые на праздник урожая пригласили 18 предприятий, которые так же, как и сельские жители, смогли представить свою продукцию. На Лыхнаште были выставлены работы народных умельцев. В числе гостей Лыхнашта был и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Это важный день. Лыхнашта объединяет народ, сказал Рауль Хаджимба. Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы проводить такие мероприятия, подчеркнул президент. Хаважлар, идызгулаус, Лыхнашта, инагузалаги, чавиратагалан, ядрухыз, хажлар, ачамача, авапсыра, хасастрия айва, иддербарца, гямма, абриезгуб, айдгылара, абзебара, патуипцара, агразгойт, ари, инагузалаги, абриаус, адгылара тахуб, В этот день на исторической поляне Лыхнашта царила атмосфера настоящего праздника и веселья. Сюда съехалось множество гостей со всех районов республики, а также гости из 20 регионов России. Нас связывают побратимские связи. Я думаю, что мы и в дальнейшем будем укреплять. Мы обсудили с главой района дальнейшие наши совместные действия. Мы желаем абхазскому народу процветания. Мы всегда рядом, мы ваши друзья. Спасибо, что вы есть. С праздником. Мы с 2015 года. Наши города являются городами-побратимами. Было подписано соглашение в Нурлате, в нашей республике Татарстан. И буквально позавчера мы участвовали на празднике в Гаграх. 25-летие освобождения это что-то. Мы видим, насколько заряжены патриотизмом сами дети, население. И сегодняшний праздник – показатель единства народа Абхазии. Я искренне желаю народу Абхазии, стране Абхазии, прежде всего, мира и благополучия, чтобы на этой земле всегда царило спокойствие, любовь и доброта. С праздником, дорогие друзья! По традиции на празднике прошли конно-спортивные состязания. Выступили известные в Абхазии творческие коллективы. Аля Катрапш, Адам Рдженя, Абхазское телевидение.
И по традиции в конце выпуска прогноз погоды. По сообщениям синоптиков, во вторник в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, временами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 19-21 тепла. Температура моря плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.